Ну а сегодня в студии нашей программы гость — это министр по делам религии и гражданского общества Нурлан Ермекбаев, с которым мы и поговорим о проводимой в этом направлении работе. Нурлан Байзакович, добрый вечер. Здравствуйте. Разрабатывается проект закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений. На какой стадии эта работа сейчас и как общество воспринимает предлагаемые проектом закона меры? Действительно, на основе всестороннего анализа ситуации в религиозной сфере нашим министерством совместно с другими государственными органами, с экспертами, с теологами была подготовлена концепция государственной политики в религиозной сфере, которая утверждена президентом страны в июне этого года. Концепция представляет собой целостную систему взглядов, подходов, приоритетов государственной политики в религиозной сфере. На основе этой концепции сейчас разрабатывается пакет дополнений и изменений в законодательство по вопросам, связанным с религиозной деятельностью. Но речь не идет о изменениях только в закон о религиозных объединениях и религиозной деятельности. Данный законопроект затрагивает порядка 13 законов, 4 кодекса и затрагивает практически вопросы, входящие в компетенцию очень многих государственных органов. Поэтому это коллективный труд, коллегиальная работа. Кроме этого, большинство поправок и изменений законодательства, оно не придумано министерством, оно рождено самим обществом по запросам общественности, по запросам и предложениям других государственных органов. В целом, обсуждение этого законопроекта проходило на большом количестве различных площадок с участием большого количества экспертов, теологов. Очень активно изучался зарубежный опыт. И сейчас с целью обсуждения этого законопроекта, он размещен на открытом портале правительства, на сайте министерства, поступает много предложений, соображений. Это нормальный рабочий процесс, и мы сегодня уже видим необходимость, целесообразность внесения отдельных корректив в законопроект. Среди поступающих предложений большинство поддерживают все предлагаемые нормы. Есть среди авторов этих предложений, как и очень религиозные люди, есть и атеисты, есть и популисты откровенные, которым все равно, что критиковать. Но самое главное, что идет активное обсуждение в обществе, и мы уверены, что будет выработан хороший, качественный документ. Понятно, что идет живое обсуждение поправок. Вот такой вопрос, как обязательная вакцинация детей. У определенной части населения это вызывает сомнения. Какова же официальная позиция государства по этому вопросу? Вообще вопрос вакцинации входит в компетенцию Министерства здравоохранения, но в рамках рабочей группы по законопроекту, по предложению Министерства здравоохранения рассматривается вопрос о введении обязательной вакцинации для детей по различным инфекционным заболеваниям в рамках бесплатной медицинской помощи. Действительно, по этому вопросу есть различные мнения, но причиной появления такой нормы или проекта такой нормы послужило то, что в последние годы увеличивается количество людей, которые отказываются от вакцинации. Примерно половина из них делает это по религиозным соображениям, особенно в западных и южных регионах нашей страны, а половина по каким-то другим личным соображениям. Но это, конечно, очень опасная своего рода бомба замедленного действия. Если скопится определенное количество людей, которые не имеют иммунитета к опасным заболеваниям, то может вспыхнуть эпидемия, как это было в других странах в некоторых. В то же время сейчас по предложению нашего министерства мы предлагаем, чтобы были дополнительно изучены вопросы качества вакцин, вопросы ответственности медицинских работников, которые проверяют состояние здоровья вакцинируемых, и другие различные вопросы с тем, чтобы выработать все-таки норму, которая бы и соблюдала интересы и права граждан, и обеспечивала безопасность здоровья населения. Ну и в конце концов, это общепринятая цивилизация и практика. Конечно. Конечно, я был свидетелем, как в Китае вспыхнула эпидемия атипичной пневмонии, когда люди, которые раньше были против вакцинации, сами стояли в очереди за тем, чтобы получить необходимые вакцины. Это очень серьезный вопрос. Но решение по нему пока не принято, и пока преждевременно делать какие-то скоропалительные заявления по этому вопросу. Еще один такой специфический момент. Вот телезрители нас часто спрашивают. В некоторых религиозных семьях мужчины имеют по несколько жен. Затем их бросают, при этом браки не регистрируют. Как рассматриваемый проект закона будет регулировать этот вопрос? В соответствии с действующим законодательством у нас в стране признаются только те браки, которые зарегистрированы в уполномоченных государственных органах.
всевозможные религиозные обряды, какие-то другие, они не имеют юридической силы. В то же время государство не запрещает и никто не говорит о запрете на совершение религиозных обрядов бракосочетания. Просто эти религиозные обряды, они не могут подменять собой государственную регистрацию. Они должны обязательно сопровождаться государственной регистрацией. Вот об этом идет речь. То есть рождение человека, бракосочетание, смерть человека регистрируется государственными органами. Религиозные объединения не имеют таких полномочий подменять государственную регистрацию. Это должно быть всем понятно. Что же касается причин появления такой нормы, то действительно очень много сейчас поступает жалоб, писем к нам. Вот последний случай был, когда житель Алматинской области жаловался, что его 17-летнюю дочь в одной из мечетей провели вот этот обряд никех-ю. Она прожила с молодым человеком какое-то время, родила ребенка. После этого он сказал ей 3 раза «талак, талак, талак». И она с ребенком осталась брошенной на произвол судьбы. Без алиментов, без юридической защиты. Таких случаев достаточно много. Это прежде всего характерно для представителей таких деструктивных религиозных течений. Поэтому сегодня больше сторонников этой нормы. Сторонники этой нормы выступают за защиту прав женщин, за защиту прав детей, за защиту самого авторитета религии. Поэтому эта норма, она направлена на защиту прав женщин, детей, чтобы они не оставались без родителей, и на защиту авторитета самой веры, самой религии. И эта норма, она получила одобрение Духовного управления мусульман Казахстана, она не расходится с позицией ДУМК. То есть здесь нужно понимать населению, да, разъяснить населению, что никакой юридической силы религиозные обряды, связанные с браком, не имеют. Совершенно верно. Я хотел бы еще, Александр, добавить здесь. Задают вопрос, почему мы не затрагиваем вопросы гражданского брака или свободных отношений, так называемых, между мужчиной и женщиной. Я скажу, во-первых, гражданский брак это не входит в компетенцию нашего министерства. Мы занимаемся вопросами религиозных отношений. Во-вторых, при таком гражданском браке мужчина и женщина добровольно, осознанно, без каких-либо обязательств поддерживают друг с другом отношения. А в случае же религиозного такого обряда возникает иллюзия, особенно у девушек, что этот брак получил благословение где-то на небесах, что он может иметь какую-то юридическую силу, какие-то последствия. Таким образом, девушки становятся жертвами обмана, жертвами манипулирования сознанием. Поэтому мы должны от этого их защитить. Ну и последний вопрос. Скажите, пожалуйста, на какие поправки в рассматриваемом проекте закона можно было бы обратить особое внимание, ну, кроме того, о чем мы уже поговорили? Действительно, в законе много поправок, которые почему-то не привлекают внимание экспертов, хотя они намного более серьезные и важные. Например, кроме вопросов внешних атрибутов, каких-то паранджи там, или бороды, в законе впервые, в проекте закона впервые дается определение понятию религиозный радикализм. Впервые дается определение деструктивным идеологическим течением, деструктивным религиозным течением. Вводится норма, которая позволит без запрета, скажем, деструктивного религиозного течения по тем или иным причинам, без запрета самого течения, запретить распространение этой идеологии, пропаганду этого деструктивного религиозного течения. Кроме этого, содержатся нормы, которые направлены на защиту прав самих религиозных объединений и на то, чтобы сделать их работу более удобной, более понятной. Есть уточнение ряда норм предыдущих законов, уточнение и конкретизация. Поэтому в этой работе важна очень поддержка и понимание общественности, и мы благодарны тем, кто высказывает конструктивные предложения. Ну что ж, спасибо вам огромное, Нурлан Баюзакович, и удачи вам в вашей работе. Спасибо большое. А я напомню, что гостем нашей программы сегодня был министр по делам религии и гражданского общества Нурлан Ермекбаев, с которым мы говорили о государственной политике, которую проводит возглавляемое им